нас перебью, с нами на связи заместитель председателя Меджлиса и народный депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз. Селям алейкум. Алейкум селям, добрый вечер. Салям алейкум. Очень рады вас слышать, Ахтем ага. Как вы думаете, ситуация, которая сложилась вокруг нашего канала, это бюрократическая проволочка или стоит... Спецоперация. Или, как вот говорит наш гость Николай Греков, спецоперация? Ну, надеюсь, хотя бы, что не ФСБ. Нет, подождите, если не ФСБ, то пособников ФСБ. Ваше мнение, Ахтем ага? Но в последнее время много происходит того, что дает, если уж не прямые, то косвенные такие ощущения того, что у нас проходит спецоперация «Путин» называется. Это, в общем-то, ощущалось и в сам период выборной кампании. Кого-то очень удивлял лозунг, что, вернее, рекламный щит, выборный щит, на котором был Порошенко и Путин. Помните, да? Поэтому я сегодня слушал, имел возможность слушать прямое включение пятого президента Порошенко, и я полностью поддерживаю его позицию. Как вы считаете, что в этой ситуации можно сделать, чтобы изменить? Я думаю, что нужно... Нет, конечно, есть вопросы, которые так или иначе нам с вами решать придется. Я имею в виду и как Меджлис, и как депутаты, представляющие крымских татар, и в том числе вас, как предприятие АТР. Но все-таки решение не должно зависеть от технических моментов. Нужно давать время, нужно иметь возможность регулировать подобные вопросы в рабочем порядке. Ахтем ага, еще такой вам вопрос. Вот многие говорят, что а зачем он этот АТР, его мало смотрят. Ответьте, может быть, тем, кто так считает, что значит АТР для Крыма, для крымских татар? В общем-то, крымские татары, я хочу, чтобы все понимали, и я не раз это говорил, АТР воспринимают именно как свое телевидение, не ассоциируя его такими юридическими моментами, как кто там собственник или кто владеет пакетом, там, не знаю, как это там правильно у вас в предприятии определяется. Люди считают, что это наше телевидение. Поэтому, когда есть такое отношение, то, естественно, многие сидят у экрана и ждут вот те новости или те программы, к которым они имеют прямое отношение не просто как зрители, а как вот часть и такая основная часть всех событий, связанных с оккупацией и так далее. Можно, я понимаю, когда там, допустим, есть такая конструктивная позиция на улучшение и высказывать свое мнение, и иногда, может быть, жестко, резко, но речь идет о том, что это вообще не ставит вопрос о том, чтобы отказаться и вообще, если на то пошло, и изменить, так сказать, свои предпочтения у наших в Крыму, нет такой возможности.